Торжество к 350-летию выдающегося мыслителя казахского народа и советника 9 ханов Бухаржырау Калкаман-Улы прошло в 55 километрах от поселка Батакара. Здесь установили 100 юрт. Гости съехались со всего Казахстана. В праздновании приняли участие более 10 тысяч человек. Началось торжество с обряда чтения молитвы у мавзолея и возложения цветов к памятнику великому мыслителю. Затем зрителям показали театрализованное представление, после чего государственный секретарь страны Гульшара Абдыкаликова зачитала поздравления от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Мы счастливое поколение, которое стало единой нацией, мощным государством, о котором мечтали наши великие предки. И в этом заслуга казахского деятеля, мыслителя Бухаржырау Калкаман-Улы. Вопрос, который он поднимал, вопрос национального единства. Все это очень важно для нашей страны. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов отметил, что 350-летие великого мыслителя Бухаржырау Калкаман-Улы – это праздник не только для жителей нашего региона, но и для всей страны. Слова Бухаржырау слышали везде, от Сарарки до Алатау и Атырау. Он говорил, если все делать во благо народа, то народ будет дружным. Бухаржырау мечтал о независимости и единстве своего народа. И его мечты сбылись. Мы живем в независимом государстве. К большому юбилею на сцене выступили звезды отечественной эстрады Роза Рымбаева, Алтынай Журабаева, Джамиля Баспакова, а также местные коллективы и народно-фольклорный ансамбль из Таджикистана. Это не единственное мероприятие к юбилею Бухаржырау. Полным ходом сейчас идут съемки документального фильма. Был проведен региональный конкурс поэзии и международный фестиваль. Кроме того, в рамках празднования молодые предприниматели получили 10 грантов по 1 миллиону тенге. А осенью проведут научно-практическую конференцию, направленную на воспитание у молодежи любви к родине и чувства патриотизма. Сегодня казахскому народу необходимо возродить свои национальные особенности. Это одно из величайших признаков нашего единства и сплоченности. Так завещал нам великий Бухаржырау. Потомки великого мыслителя на праздновании установили отдельную юрту. Они провели религиозный обряд и дали ас в честь Бухаржырау. Бухаржырау выступал за единство страны. Я думаю, что единство Казахстана – мечта этого великого человека. Она исполнилась. Сегодня мы живем в сильной многонациональной стране. Также была организована специальная выставка. На ней сотрудники музея рассказали о жизни Бухаржырау и о его месте в истории и литературе. Праздник продолжился спортивными соревнованиями по казак-шах-курез. В 2 весовых категориях победителями стали Абылайхан Шаратов и Ерганат Молдагулов. В качестве подарков спортсменам вручили ключи от автомобилей марки Toyota. А вот в байге на 21 километр первое место досталось Мирхату Токтарханулы. Ему подарили однокомнатную квартиру в Астане. В байге на 31 километр победителем стал Аким Кожаков. Он стал обладателем внедорожника Toyota Prado. Общий призовой фонд составил 50 миллионов тенге. Мероприятие было организовано в рамках программы «Рухани Жангыру». Вера Шеллер, Бекзат Нурмагомбетов, Роман Капулов, телеканал Сарыарка.